Всем доброго дня! Как говорил мой профессор, нельзя недооценивать непредсказуемость тупизны. Я рылся в интернете, на просторах интернета. Я натыкаюсь на такое просто сумасшедшее количество идиотских лайфхаков, что я решил сделать сегодняшний выпуск, посвященный им. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен именно тому, какими лайфхаками не нужно пользоваться. Это лайфхак против лайфхаков, тупых лайфхаков. Итак, примеряем на себя. Прости меня, мама, ты воспитывала умного сына, а оказывается, я буду идиотом сейчас себя вести. Поехали. Для наших лайфхаков, таких вот дурацких, я залез подальше от людей нормальных, на крышу. И буду все вам это здесь показывать. Первый лайфхак, скажем так, я решил немного подсластить пилюлю тупизны. У меня в этой коробочке сахар. Многие знают, что когда мы покупаем там большие мешки сахара, или вот так вот много килограмм сразу, пересыпаем его в тару, вот. И, как правило, вот эта тара, она, ну, скажем так, неплотно закрывается. И со временем сахар начинает тянуть влагу из воздуха и становится камнем, таким вот, знаете, булыжником. Ну так вот, первый лайфхак, первое, что я увидел в интернете, как вот избавить от этого сахара, поразил меня. Гениальностью своей, просто гениальностью. Как вы думаете, что нужно применять, чтобы сахар не впитывал влагу? Поставить его в сухое место? Нет. Наверное, рис рядом рассыпать? Тоже нет. Гениально! Угадайте на счет раз, два, три. Соль! Соль, ребята! И причем при всем ее нужно сделать что? Вы догадались? Нет? Кто догадался, молодцы. Кто не догадался, у вас все в порядке с психикой, у вас все в порядке. Соль нужно сделать, не рассыпать рядом, не открыть. Сахар, ребята, соль нужно насыпать в сахар. Вот так вот. И тогда вся соль тянет в себя влагу. Перемешать вот это вот. Вот так вот. Соль с сахаром надо перемешать. Тогда не сахар будет впитывать в себя влагу, а соль только. Якобы соль содержит какие-то вещества, которые сильнее, чем сахар, впитывают влагу. Что с тобой, человек, который это придумал? Что у тебя в голове просто? Скажи мне. Ты потом пил чай с этим сахаром? Я сейчас выпью чай. Я просто сделаю чай и выпью, и вот добавлю вот этот сахар. Ради вас. Просто я хочу попробовать, что это, как это. И я сыплю сахар в этот чай. Кошмар. Что я сейчас буду делать? Нет, я люблю послаще. Давайте 4 ложки добавим. Прекрасные погоды и прекрасное время, чтобы пить чай. Какая гадость! Изумительно! Бодрит! Бодрит! Вот такой вкусный чай, что я его оставлю на потом. Я потом его попью, я не хочу его сразу пить. Гениально! В общем, ребята, первый лайфхак. Не слушайте дебилов. Вторая штука, от которой просто закипел мой мозг, так сказать, лайфхак номер 2. Просто наиполезнейшая тема. У всех, наверное, случалось такое, ну, многих, во всяком случае, парней, из-за которых мы часто не заходили в гости к девушке. Порватый носок. Та-дам! Специально для вас, ребята. Специально для вас. Я сегодня собираюсь в гости и вот специально одел вот такой вот носок. Ну так вот, что предлагают наши любимые лайфхакеры в такой ситуации?
Не купить новый носок. Даже не поменять его на старый и не зашить. Зачем? Есть же маркер. Если у вас порвата пятка, как у меня, смотрите, как это надо делать. Это же все просто. Гениально. Просто. Кто отличит от настоящего? Зайдем чуть-чуть за пределы. Вот так вот. Ну. Новый носок, можно сказать. Новый носок. Это шедевр! Порватый большой палец. Не беда. Сделаем маникюр. Какая разница? Посмотрите. Вот просто что я с собой делаю, а? Как идиот конченый, а? Вот в студенческие годы таких лайфхаков не было. Все, я спокойно могу идти в гости. Посмотрите, издалека так и при быстрой ходьбе. Вот. И не заметишь даже, да? Все, у меня чистый носок. Чисто черный носок. Гениально! Но на этом же лайфхаки не заканчиваются носками, понимаете? Вот зачем мне эта ленточка? Второй лайфхак носок, да? То есть 2.2. Часто же приходишь домой, да, и вот лень наклониться, снять носок и туда-сюда. Что нам предлагают наши уважаемые любимые друзья? Берем веревочку, просто вот так вот оттягиваем, привязываем. Вот. Вот, привязали. Вот. И запускаем его через штанину. Ходим так весь день. Потом, когда мы приходим домой, ты снял штаны. Ты не поленился снять штаны, понимаешь? То есть, а штаны мы снимаем как вот так вот, потом за штанину нормальные люди. Но носки при этом ты поленился снять. И вот, чтобы носки тебе было удобно снять, ты делаешь вот такое вот. Дерни, говорит, за ниточку, двери откроются, да? Вот, то есть вот такое вот движение, у меня носки даже не хотят сниматься, вот просто вот. Я не знаю, как это должно сняться, и вот просто, чтобы вот это все было. Вот, ты видишь, ты доволен? Что, хотите еще? Вы еще не развлеклись? Я снял его. Дебил. От порватых носков и закрашенных пальцев мы переходим к гениальному лайфхаку номер 2, 3, 4, 5. Я уже запутался, потому что это бред. Бред нельзя считать. Его просто много. Поверьте мне, это не программа «Пока все дома» и не очумелые ручки. Я не буду из этой бутылки делать кормушку для птичек. Я сделаю более гениальную вещь. Более гениальную. Как вы думаете, что? Вот когда у меня порватые носки, мне нужно в гости пойти. Мне же нужна обувь. Зачем? Зачем вот такая обувь? Не, это прошлый век. Берем вот просто вот, да? Вот так вот делаем. Ставим бутылку. Вот. Прям по ноге. Прям вот сидит гениально. Прям мой 43 размер. Но это еще не все. Делаем следующее. Нам же в этом как-то надо ходить. Мы берем и вот так вот. О! Гляди. Все, тапочки, я пошел. А? Прям под песню Bee Gees, Stay Alive. Понимаете? Вот это вот. Все, лайфхак закончился. Так и не начавшись. Бред. Пошел вон. И так, просто уже больше не буду на себе это все испытывать. Просто на словах вам расскажу еще, 3, наверное, гениальных лайфхака, которые я увидел в интернете. Первый. Пульт. Пульт от телевизора. Мы часто теряем пульт от телевизора. Часто он у нас заваливается то за диван, то за кресло, то туда, то сюда. Как эту проблему решают? Как советуют решить эту проблему люди? Взять скотч. Взять пульт. И нет, не приклеить его к столу, чтобы он не терялся, а примотать его к руке. У вас здесь вот пульт, примотали его скотчем, и вы как супергерой. Та-да! Та-да! Переключили, переключили, переключили. Но когда вы останавливаетесь на нашем канале, вы
можете его отмотать, потому что на нашем канале только все самое интересное. И, собственно говоря, пульт вам уже не нужен. Вы смотрите только наш канал. И это прям вот это вот в топе лайфхаков для меня лично просто гениальных. Пацаны, для вас чисто пацанская тема. Нравится тебе девушка, с ума сходишь, а она 0 внимания на тебя. Как говорят, да, если, говорит, дверь сердца девушки закрыта, постучите в печень. Есть круче вещь. Если она тебе нравится, но она на тебя не обращает никакого внимания, ты не занимаешься ее мысли и сны, займи у нее денег и не отдавай. Она будет думать только о тебе. Вот это советуют люди. Гениально! 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 Бредовый лайфхак, который я вам не буду показывать. Все же хотят выразительный взгляд на фото-селфи, да? То есть вот глаза, чтоб прям были. Что рекомендуют люди? Ну как люди? Имбецилы. Что они рекомендуют? Взять, порезать лимон и пару капель лимонного сока себе в глаза. Взгляд будет намного выразительней, намного тонней, изящней. Это такой богемный взгляд, по-моему, наркомана конченого. Потому что у вас все прильет кровью, у вас все будет красное. Не делайте, не повторяйте, пожалуйста, этого дома. Даже я этого не стал на себе повторять. Это тупизм. Нет, no, nicht, nein, no. Нет. Нет. Знаете, ребята, а я-то человек подневольный, у меня контракт. Я должен выполнять все, что писано по контракту. Задумал показать лайфхак, покажи лайфхак. Деньги я у девушки уже занял, пульт к руке уже привязывал, волос нету. Ну, контракт, значит контракт. Говорят, у меня в кадре не очень выразительный взгляд. Не, ну я не буду это делать. Я не могу, ну я же могу это не делать, а? Ну я же не обязан, я же в конце концов у нас крепостное право отменили. Я не буду это делать, все.